سوگند به نام پاک خدا. سوگند به شیر سفید مادرم. سوگند به دعای نیکی پدر و مادران. با مسجدها و دیگر رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذشت که برای ما این در کار خوب گفتم. من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد؟ چی میگیرد؟ این مسجد هیچی نمیگیرد، هیچی نمیگیرد. مسجد رفته از مسجد چی میگیرد؟ چی میگیرد؟ این مسجد هیچی نمیگیرد، هیچی نمیگیرد. Нормально слышишь? Да, не нормально. Давай, давай. Мужиком. Давай, мужиком давай. Мужиком? Давай, мужиком. Давай. Типа. Конкретный сайт. Мы еще где-то. Отвыкли засос. Давай. Гульназа, профессиональный? Проверим? Проверим, ты не хотел. Давайте проверим. Кто профессионал проверит? Я не говорю, девчонки не мало замедом чоколад стоять. مسجدها و دیگر رفتن فایده ندارد. میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد؟ چی میگیرد؟ این مسجد هیچی نمیگیرد. امروز آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. Из оппозиционной группы Движения 24. Я хотел сказать, что настоящий сатана находится в Таджикистане. Цены за нашу базу в Таджикистане. В наглую. Значит, у России есть деньги, платите больше. Вот мы ему говорим, не будем вам больше платить. И прекращаем принятие ваших рабочих к нам на работу. Тогда что сделает Рахмон?
глава республики, он же прекрасно понимает, что ему конец. Ибо афганские исламисты затопчут Таджикистан. А его как Наджибулу повесят в центре города Душанбе. Не переведи, Господи. Тогда они уже стучатся в кремлевские двери и говорят: хотим в таможенный союз Россия, Беларусь, Казахстан. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встал в стойку и вдруг заявил о том, что Россия не доплатила свободному Таджикистану громадную сумму денег. Рахмону нужны деньги. Экономика Таджикистана фактически не существует. Больше половины работоспособных таджиков зарабатывают деньги за границами Таджикистана, в основном в России. Пересылая эти деньги на прокорм своих семей, они как-то обходят интересы самого Эмомали Рахмона. На эти деньги ему не удается пока наложить лапу. Поэтому он решил просто взять за глотку России. Зная, что России 201-я база нужна, он совершенно нахально и совершенно открыто вымогает с нас деньги. Вопрос только в том, как мы на это ответим. На самом деле ответить можно по-разному. Вообще, сам по себе Эмомали Рахмонов чрезвычайно надоел своему народу. Мягко скажем, он злоупотребляет властью. Мягко скажем, его не очень любят. Мягко скажем, намного большим влиянием в этой республике пользуется сама Россия. И если, в принципе, Россия захочет, то вполне возможно, что очень скоро народ, возмущенный таджикский, просто свергнет взорвавшегося сатрапа.